с Серебряной беседки. На Петре не поедем, не успеем. И спускаемся вниз. Заедем на Учанцу, может там людей уже мало. Посмотрим, что там. Все, спуск. Надо было, наверное, перчатки одеть потеплее. Ну ладно, посмотрим сейчас как. Если будет прям холодно, встанем, оденем перчатки потеплее. Так, тут можно вообще поставить эко режим. Тут постоянно спуск. Тут спуск постоянно. Едешь навстречу. О, ребята все едут уже на ночь на Петре. Что они там делают, интересно, когда там темно? Проехали 21 километр. Вот получается до Серебряной беседки с набережной 21, до верха Петри 25-27, где-то так. То есть от Серебряной беседки еще 5-7 километров до верха Петри. Ветер еще поддувает. Собака такая. Еще прохладней. Задувает. Ух. Нам главное спуститься, там ниже чуть будет теплее. Ну и там можно местами где-то подкручивать. Сзади никого. Вот такой спуск по асфальту. Зимой, конечно, такие спуски холодные
надо одеваться потеплее или подниматься, ну, как сказать, подниматься в одной одежде, а вот когда спускаешься, надо еще что-то поддевать под низ. Попрыгать надо. Кто-то стал на повороте, наверное, в туалет. Сука. Можно на Учанцу встать, допить нашего чаю, который остался еще. Едет навстречу. Подкрутим, подкрутим. Да, тут подкрутишь, блин. Ручейки эти. Будешь грязный как черт. Подкрутишь и закрутишь и подкрутишь. У нас целый заряд батареи одной. Что мы там поднялись на серебряную беседку. Чуть-чуть спалили второй аккумулятор. 5-е деление. Ну, то есть, в принципе, 2 аккумуляторов 500 хватает, чтобы подняться на Айпетре до самого места, там где зубцы Айпетре, там где подвесной мост. Вот туда хватает подняться полностью и потом же спуститься полностью и приехать в Ялту, и даже еще останется 1 или 2 деления, потому что назад в принципе только один спуск, там только вот по Ялте там кое-где надо подкрутить. То есть в основном в принципе только подъем сжигает заряд, а подъем это получается сколько? Ну там по набережной Ялты, там чуток это проехать, там в принципе 1 деление уходит. И потом еще сюда потом приехать.
есть там, по-моему, километра 3, по-моему, от Ялты и вот сюда до начала подъема до Куйбышева или чуток ниже. Вот от Куйбышева и на сам верх Айпетри, по-моему, идет у нас 20 километров. Или 20, или 22, что-то такое. Нет, 22 нет, да, где-то 20. 20, да. Вот, 20 километров подъема. Вот, получается, один аккумулятор уходит. И еще 1-2 деления, где-то так. Это при весе, мой вес 90-92, где-то так. Вот. Но все зависит от веса, собственного веса. Если ты весишь не 90, а, например, 85, то это уже большая разница. То есть ты можешь вообще подняться на Айпетри, покататься там и сям, и потом только аж ехать в самый низ, там в Ялту. То есть чем меньше вес собственный, тем лучше, больше можно проехать. Подкрутим. Да, дорога тут, конечно, вся в ямах. Надо только петлять туда-сюда, туда-сюда. Подкрутим. Проехали Черепашье озеро уже. До Учансу осталось чуть-чуть. О, дорога, конечно, да. Подкрутим, не мерзнуть. Чем ниже спустимся, тем будет нам теплее. Сколько там сейчас у нас высота? Из очков не видно. .548 уже спустились, а было 860-850. О, тут можно подкрутить. Ух, да, свежо. Однако надо было стать перчатки одеть,
в тепле. Но я что не люблю теплые прям перчатки, в них, блин, неудобно телефон нажимать. О, здесь можно подкрутить, согреться чуток. О, хорошо. Что-то тут, видно, какое-то там местечко такое есть, может даже беседка есть или что они там стали. Интересно. Не просто так они там стали, что-то там есть интересное. Подкрутим. Ох. Так, ага. Понятно. Тут речушка стекает. Тут уже не разгонишься, бо будешь весь грязный. Снизу спускаются товарищи, но нам тут гнать не надо, пускай они едут, а мы потихонечку будем. Все сайпетры едут. Нагулялись, нафоткались, автобусом. О, сколько их собралось. Компашка. И друг за другом все. Прикольно. Колеса чистенькие зато. Сейчас надо чайку выпить. Ух!
Допьем чайку нашего. Подкрутим, подкрутим. Вот и Учанцу наша. Что вы там стали? Разворачивается. О, лавочка. Ха. Лавочки поставили. Друг, можно сфотографировать? А? Можно сфотографировать? Меня? Да. Не надо. Ну ладно. Выехали с Учанцу, едем в Ливадию и потом в Ялту.
ну, через Ливадийский дворец. Прохладненько, однако. А если одеть маску? Ну еще пока видно, что пока можно в маске ехать. А то без маски холодно. Так, еще спускаться нам чуть-чуть осталось. И здесь похолодало тоже. Ощущается такой морозик, как бы. Но он, понятно, спускаешься, холоднее же. И тем более уже к вечеру еще похолодало.
Вот так вот. Сейчас тут попетляем дворами и выйдем уже в Ливадии почти. Сейчас сачок жарят. Или что? Одна села, что ли, у меня тут. Тяжко. На подъем тащит велик. Да, одна села уже с левой стороны, фонарь.
Так, сейчас подкрутим тут, согреемся. О, сейчас согреемся. Можно даже на тур поставить, чтоб согреться. Ух! Проехали 35 км. Что они у нас там едут, едут. А нам бы налево сюда. Ливадия, въехали в Ливадию. Так, поедем, наверное, сейчас налево. Поедем в Ялту через аквапарк Атлантида. Вот товарищ направо, а мы налево сюда. Втопили. Так, сейчас станем, выключим этот. Ну, не станем, а на ходу-то можно сделать, наверное. Ну-ка, сейчас посмотрим. Задние фонари у нас что там? Ну да. Один уже все. Сдох. Вон аквапарк как светится.
Вот приехали на набережную. Ну, до скорых встреч в горах и на трассе. Пока.